Уважаемые коллеги, добрый день. Добрый день. Хорошо ли нас слышно, видно? Пожалуйста, плюсиками обозначьте. Так, хорошо, замечательно. Итак, коллеги, сегодня мы проводим нашу информационную сессию, связанную с нашими дальнейшими аспектами взаимодействия и анализом тех документов, которые мы уже на данный момент получили. Уважаемые коллеги, вначале был запущен опрос на тему, получили ли вы логины, пароли, смогли ли вы зайти в свой личный кабинет, получили ли вы рисковые профили школ. Мы видим, что кто-то еще до сих пор не смог этого сделать. Если кто-то не получил логин и пароль, вы, пожалуйста, сегодня в чате обозначьте, чтобы мы понимали нашу ситуацию. Потому что опрос обезличенный, и мы не видим, кто конкретно ответил. И, коллеги, сегодня мы говорим о том, что федеральные операторы проекта уже ставят перед нами задачи работы в личных кабинетах информационной системы мониторинга электронных дорожных карт ИС-МЭДК. Коллеги, во вкладочке «Вопросы» есть ссылки на необходимые документы на сайте ФИОКа. Доступ к личному кабинету информационной системы мониторинга электронных карт осуществляется с использованием прямой ссылки. Она тоже на вкладочке «Вопросы» размещена. Если вы еще по этой ссылочке не переходили с тем логином и паролем, который вы получили, необходимо это в ближайшее время сделать. Желательно даже сегодня, чтобы посмотреть, что там находится в этом личном кабинете. Сегодня мы как раз будем говорить о том, как выстраивать работу в личном кабинете, как его заполнять. На сайте ФИОКа можно найти необходимые документы для организации вашей деятельности. И сейчас мы с вами рассмотрим те материалы, которые предложил нам федеральный оператор по работе с информационной системой мониторинга электронных дорожных карт в рамках реализации проекта. Вот ссылочка на доступ к личному кабинету в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Она же у нас на вкладочке «Вопросы» продублирована. Вы можете прямо сейчас ее скопировать и по ней зайти со своим логином и паролем, который вы от меня лично получили. Далее, когда вы заходите в свой личный кабинет, вы находитесь в разделе «Дорожные карты» и меню «Обмен данными». Для того, чтобы начать работу с дорожной картой, в стартовом поле, которое у вас появилось, необходимо нажать на кнопочку «Показать направление», и после этого раскрывается меню «Дорожные карты». Далее дорожная карта раскрывается, и по умолчанию в ней сейчас вы увидите два направления. Первое направление – это стартовая диагностика, и второе направление – это программа развития. Если мы с вами заглянем в направление стартовая диагностика школы, то мы увидим, что здесь будет два подраздела. То есть это подразделы, которые именно для школ-участников. Муниципальный координатор, возможно, тоже видит эти подразделы. Куратор эти подразделы тоже видит для того, чтобы подтвердить те документы, которые школа представляет в соответствующих подразделах. Я как региональный координатор вижу все школы и вижу, подтвердил ли куратор наличие документов и их верифицировал. Итак, направление стартовая диагностика включает в себя два подраздела. Это проектная диагностика и самообследование. Вот именно в разделе «Проектная диагностика» находится тот самый рисковый профиль школы, который был, как утверждают федеральные операторы, ранее размещен для ознакомления в вашем личном кабинете школы в Федеральной информационной системе оценки качества образования. То есть это уже другая ссылка, да, на кабинет физока. Если его там у вас не было, то вот здесь вы его сможете найти, сможете скачать. Сегодня мы о рисковых профилях тоже будем говорить. Мы получили рисковые профили для всех школ и провели их анализ. Итак, в этом разделе вы можете найти рисковый профиль школы, скачать его для изучения и для дальнейшей работы с ним. В проектной диагностике также еще находится
шаблон для самодиагностики. Этот шаблон необходимо будет скачать, заполнить его в соответствии с вашими условиями и прикрепить файлы здесь, в личном кабинете. То есть школа-участник проводит самодиагностику и файл с результатами самодиагностики загружает в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт. Заполнить шаблон диагностики вы можете совместно с куратором. Если вдруг какие-то вопросы у вас появляются. В шаблоне самодиагностики отмечаются направления противодействия рискам, актуальным для школы. Эти риски, они выделены в вашем рисковом профиле. То есть заполняете шаблон, соответственно, выбранным направлением противодействия рискам. И прикрепляете затем его в поле самообследования и сохраняете. Вот обратите внимание, что практически для всех действий, которые вы осуществляете в системе мониторинга электронных дорожных карт, после загрузки файлов необходимо устанавливать дату для завершения работ. То есть вот вы загрузили файл с самодиагностикой в поле самообследования и устанавливаете дату завершения работ. Для этого необходимо выполнить определенные действия и выбрать дату в календаре. После того, как файл будет вами загружен, вы дату ввели, выбираете школьный статус подтверждения. Нажимаете на кнопочку выполнения и, соответственно, там у вас выйдет вариант выполнено, не выполнено, выбираете вариант выполнено. И вот только после того, как школа загрузила файл самообследования, выбрала дату и нажала статус выполнено, только после этого куратор сможет провести оценку проведенной школой работы и выставить статус подтверждения куратора. Поэтому, коллеги, обращаем внимание на важность выполнения всех необходимых действий. Эту инструкцию мы вам после вебинара обязательно дадим возможность скачать. Есть еще более подробная инструкция, тоже она на сайте ФИОКа размещена, мы ее тоже вам дадим скачать после вебинара. И одновременно с заполнением формы самодиагностики, которую вы обязательно согласуете с куратором, школы начинают выбирать актуальные направления дорожной карты. Эти направления соотносятся с теми рисками, которые отображены в ваших рисковых профилях школ. И вот здесь технология описана, как это сделать. Нажать кнопочку «Добавить направление», плюсик и выбрать из выпадающего списка нужное направление. То есть список направлений, он заранее уже будет вам предложен. Вы выбираете те, которые вы с куратором обсудили для того, чтобы минимизировать риски, отраженные в вашем рисковом профиле, и чтобы эта работа вами могла быть осуществлена в течение календарного года. И подтверждаете выбранные направления. То есть все те направления, выбор которых вы подтвердили, они будут добавлены в вашу электронную дорожную карту. И в общем меню направлений мы их увидим. Увидим я, как региональный координатор, увидит ваш муниципальный координатор и увидит ваш куратор. Ну, конечно, вы сами тоже будете видеть все эти направления. Далее у вас будет работа непосредственно уже с каждым направлением. Вот, например, здесь представлено направление «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». Для многих школ это действительно распространенный риск. И в каждом из направлений будет вам представлено 3 поля. Это программа, первый этап и второй этап. Что необходимо заполнить в разделе «Программа»? Здесь нужно будет представить те меры, которые лежат в основе противодействия указанному риску. А этапы, первый и второй, они содержат результаты тех мероприятий, которые вы по данному направлению опишете. То есть это могут быть составление документов, да, это могут быть изучение работы обучающихся, это может быть обратная связь с учителем,
создание медиаматериалов и так далее. Да? То есть вот все те мероприятия, которые вы планируете осуществить. То есть мероприятия в широком смысле этого слова, да? Не просто то действие, которое вы осуществляете с обучающимися либо с педагогическим коллективом, а в широком смысле. Тут единый принцип загрузки всех документов в каждом разделе представлен. Я думаю, что технологически вы это освоите, и вам будет не очень сложно. Что входит в программу по каждому направлению? Здесь тоже своя структура закладывается. Необходимо представить описание цели применения мер противодействия данному риску, указать те показатели, которые будут отражать продвижение к этой цели, сформировать план мероприятий и действий по достижению поставленной цели. И вот, коллеги, очень важно, чтобы при формулировке цели вы помнили о том, что цели должны быть достижимыми, а показатели должны быть измеримыми. Да? То есть не надо каких-то обобщенных формулировок, а очень конкретные, достижимые, измеримые цели. И первый и второй этап – это мониторинг продвижения к цели. Здесь по установленным вами срокам необходимо по каждому из направлений представлять свидетельства и результаты тех мероприятий, которые вы провели. Это очень важно, потому что мониторинг будет проводиться федеральным оператором. Первый этап мониторинга будет проходить в июне, второй этап мониторинга будет проходить в сентябре. И эти подтверждения вы, соответственно, загружаете в поля этап 1 и этап 2. Что может выступать в качестве документов, подтверждающих проведение мероприятий? Это могут быть рабочие материалы, это могут быть документы, да, например, приказ о проведении какого-то мероприятия, да, приказ об итогах какого-то мероприятия. Это могут быть ваши презентации, например, с этих мероприятий. Да, то есть все эти документы, все рабочие материалы, которые появляются в процессе работы по реализации соответствующей программы действий по указанному вами направлению. И вот здесь отмечено, что 15 декабря необходимо разместить все материалы в текущей версии дорожной карты. Да? То есть 15 декабря – это как срок завершения проекта в 2020 году. То есть к этому дню все дорожные карты, все подтверждения проведенных мероприятий должны быть закрыты. Как работать с программой развития? То есть соответствующий раздел в дорожной карте – это программа развития. В этот раздел необходимо будет загружать документы в два подраздела. Это концепция и это среднесрочная программа развития. Концепция программы развития – это представление школой системы мер повышения качества образования. То есть это такой текстовый документ, в котором вы будете описывать тот способ и руководящие принципы достижения своей основной цели, которую вы определите и совместно с куратором сформулируете. Также именно в концепции вы опишете задачи и стратегии их решения. А среднесрочная программа развития представляет собой краткое описание дорожной карты, которая будет формироваться в рамках проекта. То есть вы здесь описываете даты, планируемые результаты, по которым можно будет отслеживать эффективность тех мер, которые вы принимаете. И среднесрочная программа развития разрабатывается на срок до 6 месяцев. Как мы уже говорили, важна роль куратора в заполнении электронных дорожных карт. Каждое действие школы, которое она осуществляет в личном кабинете системы мониторинга электронных дорожных карт, будет подтверждаться со стороны куратора. То есть для кураторов это тоже очень важный момент. Только тогда, когда куратор присвоит статус «выполненный» или требуется доработка, школа увидит результаты своей работы, оценку этих результатов. Да? То есть если загруженный школой документ соответствует всем требованиям, то куратор ставит отметку «выполнено», выбирает статус «выполнено». Если куратор считает, что еще необходима какая-то корректировка документов, то он ставит статус «требуется доработка». И очень важно, чтобы куратор здесь в комментариях указал, что именно необходимо доработать, да, какие пожелания, какие рекомендации. Конечно, это можно обсудить и в устном порядке,
непосредственно при встрече куратора с школьной командой, но в системе электронной эти комментарии тоже обязательно должны быть. Ну, для чего все это необходимо? Ожидаемые результаты введения вот этой электронной системы мониторинга дорожных карт заключаются в том, чтобы отражать движение вашей образовательной организации на пути повышения качества образования. Ну, вот организаторы пишут, что, конечно, никакие документы не заменят реальной работы по тем направлениям, которые вы выбрали, но тем не менее нужно понимать, что те направления, которые вы включаете в свою дорожную карту, они для школы будут посильными. И вы их будете выбирать именно с учетом тех ресурсов, которые у вас есть. Это и методическая поддержка, и те материалы, которые представлены федеральным оператором, те материалы, которые разработаны Институтом развития образования в рамках проекта поддержки школ с низкими результатами обучения. Это консультативная помощь и со стороны куратора, и со стороны вашего муниципального координатора, и, конечно, помощь со стороны института. Расширяющийся банк практик, который размещается в том числе и на сайте ФИОКа. Ну и внимание, конечно, со стороны муниципалитета и региона. То есть наша с вами главная задача – это запустить те процессы, которые приведут к положительной трансформации образовательной среды школы. Здесь, конечно, необходимо предусмотреть и возможности работы с коллективом. Это, конечно, готовность директора школы к внесению изменений в свою деятельность. Ну, таким образом, дорожная карта выступает как стимул для школ, как наглядное отображение первых результатов управленческой и методической работы нового для вас качества. Вот последний слайд презентации, представленной федеральным оператором. Здесь представлены те адреса, на которых можно получить необходимую техническую помощь. Запущен сейчас форум тематический программы адресной методической помощи на сайте ФИОКа. Здесь без регистрации можно зайти и вопросы задать. Коллеги, есть ли у вас вопросы по работе с электронной дорожной картой? Методические рекомендации, ссылочку на сайт ФИОКа, где их можно скачать, я всем рассылала, всем школам, всем кураторам, всем муниципальным координаторам. Сегодня мы их еще раз после вебинара продублируем, чтобы вы могли их скачать непосредственно здесь в окне вебинара. Коллеги, вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно во вкладочке «Вопросы», можно в чате. Сейчас у нас уже 42 участника присутствуют. Это и школы, и кураторы, и муниципальные координаторы. Пожалуйста, пока есть возможность, вы можете задать свои вопросы в чате, написать. Далее мы перейдем к обобщению тех рисковых профилей, которые ФИОКа составил по результатам проведенного анкетирования с участниками образовательных отношений в ваших образовательных организациях. Пожалуйста, по заполнению электронных дорожных карт. Если кто-то не смог зайти, если кто-то не получил пароль, пожалуйста, отпишитесь, чтобы мы понимали, как складывается ситуация и кому необходима наша помощь и поддержка. Да, ну при заполнении, конечно, вопросы будут появляться, но тем не менее пока вот в принципе понятно, да? Как зайти, на какие кнопочки нажимать. Инструкция очень подробная будет представлена. Я думаю, что здесь особых сложностей возникать не должно. Но технические моменты, конечно, иногда вызывают определенные затруднения. Так, хорошо. Тогда, если вопросов больше нет, я сейчас продемонстрирую просто ту подробную инструкцию, которую вы тоже сможете в конце нашего вебинара скачать. Здесь подробно представлена вся деятельность субъектов нашего проекта, обозначены задачи школы, задачи наблюдателей, координаторов и так далее. И конкретные шаги, тоже с картинками, со скриншотами,
по заполнению электронной дорожной карты. Итак, появился у нас вопрос. После загрузки файла самодиагностики срок должен быть до конца проекта указан. Нет, срок должен быть указан именно для выполнения вашего конкретного мероприятия. Угу, хорошо. Так, коллеги, тогда я передаю слово Александру Викторовичу. Он расскажет о результатах анализа рисковых профилей школ. Мы сейчас посмотрим, какие у нас по республике проблемы будут являться одинаковыми для многих школ, где есть какая-то специфика. Пожалуйста, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я рад вас приветствовать на нашей информационной сессии. И действительно, мы рассмотрим с вами такой некий обобщенный профиль участников непосредственно проекта 500+, который в этом году вот в таком составе 25 школ при наличии кураторов, муниципальных координаторов и, опять же, регионального координатора института реализует данный непосредственно проект. Ну и мне хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, как можно работать с рисковым профилем. Изначально, конечно же, все, условно говоря, параметры оценки деятельности школ были дифференцированы на 3 блока, но в конечном итоге представляли собой дифференциацию по 10 факторам. Мы к ним еще вернемся, потому что они, по сути, ассоциируются с той дорожной картой, направление которой вы должны будете непосредственно выбрать. Ну, во-первых, это проблемы с обеспеченностью материальными ресурсами и кадрами. И здесь вы видите, это может быть низкий уровень оснащения школ, дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная методическая компетентность педагогических работников. Достаточно большой блок признаков, конечно же, будет относиться к низкой эффективности управления в школе. Вы видите, что сюда непосредственно относится. И третий блок – это проблема обеспечения благоприятного школьного уклада. То есть в данном случае имеется в виду уровень школьного благополучия, вовлеченность учителей в образовательный процесс, мотивация школьников, дисциплина, вовлеченность родителей и прочее. Что мы получили? Вот на данном слайде представлены в левой части те факторы, которые по совокупности всех участвующих в этом году школ являются непосредственно лидирующим. Действительно, самый, наверное, важный и главный фактор, о котором мы действительно сообщим и учредителю и так далее, то есть министерство, это низкий уровень оснащения школы. Внутри каждого фактора выделены непосредственно параметры, которые также дифференцированы по степени значимости. То есть в 84% участвующих непосредственно школ в этом проекте, конечно же, недостаточное качество интернет-соединения, что, конечно же, может стать препятствием в обеспечении качественных образовательных результатов и так далее. Это качество учебных материалов, дефициты оснащения, зданий, помещений и так далее. Цифровое оборудование. Но в целом, если говорить по этому блоку, то состояние классов и кабинетов, в силу причин и обстоятельств, которые стоят перед любым руководителем, действительно всегда поддерживаются, поэтому данный параметр в этом блоке не является, по сути, превалирующим. Второй по значимости блок, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это низкая учебная мотивация обучающихся. И здесь обратите, пожалуйста, внимание, что имеется в виду оценка мотивации обучающихся учителями, и учет индивидуальных возможностей в учебном процессе. Данные параметры, собственно, будут использованы для уже определения мероприятий со стороны института и муниципалитетов и тех мероприятий, которые вы организуете вместе со своими кураторами внутри ваших образовательных организаций, если в вашем рисковом профиле значимость данного параметра или в целом данного фактора является высокой или удовлетворительной. Я думаю, что участие в этих мероприятиях будет полезно, конечно, всем школам, участникам нашего проекта. Третий блок – это недостаточная предметная методическая компетентность педагогических работников, связанная, посмотрите, пожалуйста, с использованием современных педагогических технологий. То есть 60% в данном случае школ было отмечен данный параметр. Это, опять же, обмен опытом, как он организуется,
И доля родителей, обращаю ваше внимание, это чуть меньше трети, то есть практически в каждой третьей школе, участвующей в данном проекте, есть родители, которые недовольны преподаванием предметов. То есть для непосредственно этих школ, конечно же, взаимодействие с участниками образовательных отношений, в первую очередь с родителями, законными представителями, будет также преобладающей, превалирующей. В меньшей степени, посмотрите, пожалуйста, у нас выражена в данном случае это уверенность учителей в своей педагогической компетентности и оценка педагогической компетенции учителей в данном случае выделилась вообще как нулевое непосредственное значение. То есть не свойственно в данном случае для контингента педагогов, которые участвуют непосредственно в этом проекте. Спасибо за вопрос, который появляется. Мы к ним вернемся обязательно, потому что вы задаете вопросы важные, главные, так скажем, да, потому что если для школы оснащение является превалирующей проблемой и так далее, то кто должен решать или как ее нужно будет решить? Мы к этому еще вернемся. Четвертый в данном случае блок, который выделился по степени значимости среди школ, это высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Доля обучающихся с низким индексом составляет примерно треть. И дополнительные занятия, которые рекомендованы учителями с целью ликвидации отставания в каждой пятой непосредственно школе. Далее, это дефицит педагогических кадров, несмотря на то, что эта проблема остается, например, нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов. В каждой второй школе, в каждой третьей школе не хватает педагогов. В общей, так скажем, да, иерархии данных факторов занимает 5-е место. В целом по вспомогательному персоналу проблем у участников нет, поэтому в данном факторе ведущими параметрами оказались следующие. Остальные факторы, по сути, распределились следующим образом. Сейчас мы перейдем на следующий слайд. Шестой по значимости фактором – это пониженный уровень школьного благополучия. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание, что в каждой второй школе по ответам обучающихся выделяется явление непосредственно буллинга. Хочу непосредственно обратить ваше внимание, что по проблематике буллинга в течение 2020 года и в 2021 году у нас уже прошли запланированные мероприятия, поэтому можно при планировании, в данном случае при составлении, так скажем, дорожной карте, если данный фактор является для школы, имеет, вернее, высокую значимость или даже удовлетворительную, обратиться к тому опыту, который у нас уже представлен на сайте института, на платформе «Мобильный методист» и так далее, и так далее. Я думаю, Александр Николаевич, что мы подготовим, да, какую-то информационную справку о размещении тех материалов, которые уже на данный момент готовы и есть, и которые школы могут использовать в своей практике. Отрадно, что в этом факторе доля обучающихся, столкнувшихся с несправедливым отношением учителей к себе, встречается только лишь в каждой 10-й школе, то есть, по сути, 2 школы примерно. Отношение в педагогическом коллективе по ответам учителей тоже, в принципе, данный фактор является достаточно оптимальным, то есть не критичным. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. Здесь обращаю ваше внимание как раз на то, что примерно в каждой 3-й школе имеется доля обучающихся, для которых русский язык не является языком повседневного общения. Это тоже может, если мы говорим в данном случае обучающихся и на фонах, то фактически это может стать препятствием и в освоении программы, а значит и достижении образовательных результатов в целом. Следующие 3 в данном случае фактора: высокая доля обучающихся с ОВЗ, низкий уровень вовлеченности родителей и низкий уровень дисциплины в классе. Что в них или на что хотелось бы обратить ваше в данном случае внимание? По фактору высокая доля обучающихся с ОВЗ. Здесь отмечается, что в каждой 3-й школе, участвующей в данном проекте в 2021 году, имеются такие дети. Но при этом отмечается, что по сути неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ имеет непосредственно только педагоги каждой 5-й школы. У нас также уже выстроена система в отношении поддержки педагогов, которые работают с ОВЗ. И действительно в информационной справке не только мы вам предложим в данном случае обратиться к этому опыту, и, может быть, предложим даже какие-то мероприятия, которые запланированы институтом на 2021 год.
Главная проблема, конечно же, любой школы, это не обязательно связано с участием в данном проекте, это доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания. То есть действительно нам нужно думать сейчас о таких формах, когда участники образовательных отношений, в первую очередь родители, которые также являются в данном случае партнерами, как мы это предполагаем. Мы с вами понимаем, что в действительности это может быть совершенно по-другому, но, по крайней мере, привлекать их для решения самых разных вопросов, которые в конечном итоге будут решать главную задачу. Это повышение качества обучения, качества образования в целом детей и так далее. Здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание, коллеги, что мы проводим регулярно республиканские семинары для классных руководителей, для заместителей руководителей по воспитательной работе. И вот именно в марте мы особое внимание уделяем именно работе с родителями. Да? Сегодня вот как раз у нас проходит очередной республиканский семинар. Пожалуйста, тоже обращайтесь к видеозаписям этих мероприятий, используйте тот опыт, который представляют и наши федеральные эксперты, и наши республиканские эксперты, и педагоги практики, педагоги-психологи. Очень интересные варианты организации, в том числе и родительских собраний, они тоже предлагают в своих выступлениях. И в целом нужно отметить, что, в общем-то, по вопросам дисциплины большая часть школ, конечно, превалирующая, можно так сказать, да, имеет опыт работы, и поэтому данный фактор, он в общем рейтинге занял непосредственно последнее место. Вот обратите внимание, да, что и обучающиеся, и учителя на этот вопрос ответили практически одинаково, да, по 16%, и там обозначена частота нарушений. Хочу отметить, что вот это такой обобщенный в данном случае профиль. Ну, вы можете задать вопрос, да, что же нам делать тогда с нашими профилями, которые мы получили? То есть какую функцию должна выполнять непосредственно школа? Может быть, какие функции должен выполнить, собственно, куратор и так далее. Вот на некоторые моменты мне хотелось бы обратить ваше внимание, ну, для начала это будут какие-то формальные вещи, непосредственно, да, функции участников проекта. Куратор в данном случае, конечно, предполагает, что он будет консультировать школу при формировании программы развития дорожной карты по реализации предусмотрена программой развития комплекса мер, мониторинг и оценка качества и результативности применяемых мер в рамках реализации дорожной карты. Ну, а школа должна, конечно, формировать и реализовать непосредственно программу развития школы, дорожную карту по тем мерам, которые, по сути, позволят изменить актуальное состояние школы. Вот именно сейчас на этапе составления дорожной карты, на этапе составления концепции программы развития школы, кураторы должны посетить образовательные организации свои курируемые, чтобы посмотреть на месте, как складывается ситуация, да, поработать с этим рисковым профилем совместно с управленческой командой школы и выбрать те направления, которые будут вами реализованы в ваших дорожных картах. Ну и для подтверждения слов, так скажем, да, Мария Анатольевна, из рекомендаций участие в диагностике, то есть функция кураторов, да, факторов риска учебной неуспешности в школе, анализ результатов диагностики. Очень важно проанализировать действительно как раз именно какие факторы имеют высокую степень значимости и в данном случае среднюю степень значимости. На это разработчики данного проекта обращают особое внимание. Как уже сказала Марина Анатольевна, желательно посещение школы, беседы с руководством педагогическим коллективом. Здесь рекомендована периодичность посещения, в данном случае на стадии формирования дорожной карты не реже одного раза в неделю. Мы с вами понимаем нашу реальную ситуацию, что не всегда, конечно, это у куратора может получиться, но, по крайней мере, один выезд на этапе формирования дорожной карты обязательно должен быть. Об этом федеральный оператор нам говорил на наших вебинарах. Ну и у нас остается еще, конечно же, возможности дистанционных технологий, которые в режиме онлайн позволят нам общаться и с руководством, и с педагогическим коллективом тех образовательных организаций, которые сопровождают куратора. Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты, а также непосредственно при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. Оценка, о чем подробно сегодня говорила уже Марина Анатольевна, представляла инструкции, пошаговые действия и так далее, и оценка качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы и так далее. Еще на некоторые моменты мне хотелось бы обратить внимание. Значит, получив рисковый профиль школы, да,
Школа, по сути, работает над противодействием рискам в тех направлениях, которые были выбраны школой-куратором из факторов риска, обращаю ваше внимание, имеющих статус высокий или средний. У нас среди 25 школ, принимающих участие, практически, наверное, в 24 имеется высокие, средние и низкие риски, обозначенные факторов, только лишь, наверное, одно учреждение, где нет вообще высокой выраженности факторов, а в основном только средние и низкие. Но в любом случае на эту рекомендацию непосредственно руководители, так скажем, этого проекта, вы должны обратить внимание. По отдельному согласованию с куратором школы может быть также определено дополнительное направление. Например, риск, который не был диагностирован, имеется в виду низкий, так скажем, степень значимости, но куратор считает, например, его актуальным для данной конкретной школы. И в ходе работы по добавлению направлений в дорожную карту школы опирается на результаты заполненного шаблона самодиагностики, о чем говорила уже сегодня подробно Марина Анатольевна. Коллеги, резюмируя, ваше внимание, что нет необходимости брать все риски, которые обозначены в ваших рисковых профилях. Вы подойдите к этому отбору очень взвешенно, исходя из тех ресурсов, которые вы сможете задействовать для минимизации этих рисков. Да? Проанализируйте ресурсы вашей школы, проанализируйте ресурсы вашего социального окружения, проанализируйте ресурсы, может быть, школы куратора, да, которая тоже сможет представить вам определенную поддержку. То есть нет необходимости все риски закладывать в свою дорожную карту. То есть нужно выбрать те, с которыми вы действительно сможете в течение года поработать и по которым вы сможете получить ощутимый результат, да, который вы сможете продемонстрировать уже непосредственно на этапе мониторинга. Понятно, что приоритетными будут те факторы, которые имеют уровень значимости высокий, поэтому вы можете обратить на это внимание. И отвечая сразу же на вопрос, какие меры должна принять школа по устранению риска низкого уровня оснащения школ. Во-первых, вы понимаете, что муниципальные координаторы тоже видят в данном случае рисковые профили школ. У нас в муниципалитетах имеются непосредственно программы, муниципальные программы поддержки школ, где, в общем-то, подобные меры тоже могут в данном случае прописываться муниципалитетами самостоятельно и так далее. И на предыдущих этапах реализации данного проекта республика осуществляла непосредственно в том числе и грантовую поддержку. Если подобное в данном случае у нас состоится и в этом году, то мы обязательно вас оповестим, но нам нужно как раз, чтобы министерство приняло определенное решение в отношении данного фактора. Мы понимаем всю вашу озабоченность в связи с тем, что данный фактор действительно является приоритетным. Активность самих образовательных организаций, связанная, например, с участием в грантах, где, собственно, вы можете точно так же, в данном случае, определенные средства использовать для улучшения материально-технической базы оснащения и так далее. Конечно же, это все связано уже с инновационной, может быть, деятельностью, с активностью в данном случае в области, может быть, поисковых каких-то исследований и так далее. Есть определенные фонды, так скажем, есть определенные непосредственно программы, которые позволяют это делать в данном случае, поэтому здесь... буквально недавно грант Лукойла был представлен значительному количеству образовательных организаций на реализацию именно как раз задачи материального оснащения для реализации проектов, например, костюмы в театр. Поэтому, уважаемые коллеги, мы как раз хотели бы обратить ваше внимание на выбор направлений, на согласованность ваших действий, на возможности в первую очередь, потому что если вы все в данном случае выберете профиль, связанный с оснащением, и укажете те мероприятия, которые могут, может быть, невыполнимы в силу разных обстоятельств и так далее, недостаточности средств на оснащение материально-технической базы и так далее, то фактически данное мероприятие может быть не выполнено и прочее. Если вы это мероприятие все-таки возьмете за основу, используйте возможности сетевого взаимодействия, взаимодействия с организациями образовательными внутри вашего муниципалитета, взаимодействие с организациями культуры,
Например, если у вас библиотека плохо оснащена, но при этом есть модельная библиотека в вашем муниципалитете, почему бы не повзаимодействовать именно хотя бы вот в этом отношении? Да? И завершая, конечно же, это продукты деятельности, об этом уже говорила у нас, собственно, Мария Анатольевна, это дорожная карта, да, и, соответственно, программа развития. Собственно, рекомендуемый срок – это, конечно же, в течение 6 месяцев, ну а далее уже непосредственно образовательная организация принимает решение, так скажем, да, по итогам участия в данном проекте, будет ли она пролонгировать эту данную карту, дорожную карту, в целом программу развития, будет ли вносить ее изменения и так далее. То есть вот таким образом мы хотели бы предложить вам использовать рисковые профили школ для того, чтобы уже выстраивая в данной электронной системе свою работу, свою деятельность, предлагая определенные мероприятия, конечно же, обозначили те факторы, которые в ваших профилях имеют особую значимость. И именно те факторы, которые или в отношении которых вы можете предложить реальные мероприятия, в частности, позволяющие измерить реальные результаты, о чем сегодня уже говорила Марина Анатольевна и неоднократно подчеркивала. Уважаемые коллеги, вы можете задавать вопросы во вкладке «Вопросы» либо в чате. Так, и, коллеги, хотелось бы напомнить, что многие школы-участники проекта 500+, в свое время были участниками проекта «Эффективная школа». И напоминаем, что у вас есть школы-лидеры, которые составляли для вас программу тьюторского сопровождения. Да? Их тоже можно привлечь к тому, чтобы организовать вот это взаимодействие по преодолению ваших рисков. Программы у большинства школьных команд были разработаны на 3 года, да, то есть они еще должны действовать, да, и, соответственно, те мероприятия, которые были в тех программах обозначены, вы можете вложить по согласованию со школой-лидером в свою дорожную карту. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Пока мы их ожидаем, хочу анонсировать, завтра, 19 марта, у нас состоится непосредственно вебинар для муниципальных координаторов, где мы будем, собственно, обсуждать возможности как раз вот учета рисковых профилей при разработке или актуализации муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Мы также хотим еще раз обратить ваше внимание, что вы непосредственно можете задавать вопросы кураторам, муниципальным координаторам, региональным координаторам и обращаться в центр, который тоже участвует в сопровождении данного проекта. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Меры сельской школы при риске дефицита педкадров. Но опять же, здесь можно использовать возможности сетевого взаимодействия, да, с образовательной организацией и возможности организации обучения с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Ну, конечно, в том случае, если у вас есть для этого технические возможности, как вариант. Второе, это, конечно же, подать в данном случае от муниципалитета заявку в программу «Земский учитель». И фактически на следующий год у нас эта программа будет уже завершаться, наверное, ну, по крайней мере, первые 3 года, да, она будет осуществляться. И на следующий год у нас еще будет, наверное, меньше, собственно, вакансий, так скажем, да, конкурсных, я имею в виду. Но в целом такой вопрос можно поднять на уровне непосредственно муниципалитета, и, соответственно, муниципалитет может подать вакансии, так скажем, в школе непосредственно на ее замещение в рамках уже конкурсного отбора в рамках этой программы «Земский учитель». Да. Марина Константиновна Цан интересуется, до какого срока необходимо заполнить дорожную карту? В соответствии с дорожной картой, представленной нам федеральным оператором проекта, и в соответствии с утвержденной республиканской дорожной картой проекта, размещение концептуальных документов школами в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт должно быть завершено до 30 апреля 2021 года. Да? То есть вы составляете дорожную карту, куратор должен ее утвердить, муниципальный координатор должен ее увидеть, региональный координатор тоже должен ее увидеть до 30 апреля. Несмотря на то, что это достаточно, может быть, продолжительный срок кому-то показаться, поэтому мы бы хотели попросить вас не откладывать данное, собственно,
деятельность, как можно быстрее встретиться с кураторами и согласовать непосредственно уже составление подобного документа. Да, потому что до 30 мая будет проходить первый этап федерального мониторинга, вот, проверка того, что вы разместили дорожные карты, но уже к 30 мая должны продемонстрировать наступление позитивных изменений в ваших школах. Да? То есть не просто разместить дорожную карту, но уже и показать, что у вас есть какие-то изменения. Поэтому, конечно, не откладывать до 30 апреля размещение документов, сделать это раньше и сразу же приступить к реализации тех мероприятий, которые вы в дорожной карте обозначите. Ну, а мы с вами помним, что май – это достаточно сложный для всех образовательных организаций месяц, тем более там достаточно большое количество еще и непосредственно выходных и так далее. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на те мероприятия, которые вы планируете на этот период, и действительно, которые могут быть выполнены, и результаты по которым могут быть непосредственно отслежены, подтверждены и так далее. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, пожалуйста, задавайте вопросы. Пока в чате их нет, и я понимаю, что у нас участники постепенно выходят, завершают свой рабочий день. Да. Уважаемые друзья, если у вас сохраняются вопросы, либо появятся после нашего вебинара, вы можете также обратиться непосредственно в институт, и мы проконсультируем и проинформируем. Также напоминаем, что все материалы для скачивания будут доступны после вебинара, ну и в рамках информационной рассылки будет осуществлена рассылка документов. Мы благодарим вас за работу на нашей информационной сессии, желаем вам творческих успехов и всего доброго. Ну, появился у нас вопрос, я думаю, Мария Анатольевна ответит. Еще раз скажите, пожалуйста, какие подтверждающие документы школа должна загрузить в этапах? Ну, в зависимости от того, какое это мероприятие. Да, это может быть приказ о проведении мероприятия, либо приказ об итогах мероприятия. Да, это могут быть какие-то рабочие документы, например, там, состав рабочей группы можете прикрепить. Да? Ну, различные документы, но желательно, конечно, чтобы это были документы, которые все-таки утверждены в организации. Как правило, ФИОКа принимает в различных мониторингах именно те документы, которые имеют какой-то статус утверждения. Помимо этого, вы можете делать ссылки на артефакты, по сути, подтверждающие, например, это определенные ссылки, например, на официальный сайт образовательной организации, где, в общем-то, размещена новость о том, что мероприятие прошло, состоялось и так далее. То есть фактически это будет еще и определенные иллюстрации, которые, по сути, подтвердит, так скажем, да, тот документ, который вы непосредственно прикрепите. То есть вы можете подготовить список ссылок, да, прописать мероприятие такое-то, видеоотчет, ссылочка и так далее, да, и прикрепить именно этот документ текстовый к вашему отчету о проведении мероприятия. Для удобства, если вы будете использовать возможности официального сайта учреждения, при необходимости вы можете сделать отдельную вкладку. Мы об этом говорили, что обязательно на сайте образовательных организаций, участников проекта, должен быть создан раздел, соответственно, по проекту. Поэтому вот вся, может быть, новостная дорожной карте у нас это обозначено. Она может как раз в этом разделе также отображаться. И, по сути, прямые ссылки могут быть как раз на ту информацию, которая размещена будет в этой вкладке. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Коллеги, ну что ж, тогда мы завершаем. Мы благодарим вас за продуктивную работу. Еще раз обращаем ваше внимание, что вы можете задавать непосредственно нам вопросы, звонить и так далее. И мы прощаемся на сегодня уже с вами. Всего доброго. Сейчас мы откроем документы, которые вы сможете скачать непосредственно.